Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Герои нашего времени – это личности, способные выстоять перед бурным потоком изменений и вызовов современного общества. Подобно Печорину из произведения Михаила Юрьевича Лермонтова. Герои нашего времени – это те, кто защищают нашу страну на передовой, не боятся перемен и являются примером для подрастающего поколения. Про таких героев сняли драму «Алдан», которая 1 мая выходит в широкий прокат. И сегодня в деталях обсудим ленту с Николаем Потаповым, якутянином, чья история легла в основу фильма. Добрый вечер, Николай. Добрый вечер, Ирина. Каково чувствовать себя прототипом? Ну, прототип — это, как сказать, это герой, на основе которого сняли фильм «Алдан». Для меня это очень волнительно, потому как это фильм, снятый при жизни человека. И, честно сказать, я не думал, что ко мне вообще будет такой запрос на то, чтобы снять ленту по мотивам моей истории. Поэтому для меня это большая ответственность, но и в то же время очень большая радость, что можно будет от имени нашего IT-сообщества дать наглядный пример нашему народу, что мы, айтишники, мы тоже на передовой. И мы на передовой бываем не с оружием в руках. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моему гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Николай, а вот на сколько процентов вы совпадаете с героем, так сказать? Потому что я знаю, что история, она немножко не такая, и вы даже сами настаивали, чтобы там было побольше вымысла. Да, это правда. Я просил, чтобы история была, с моим нарративом, но это художественный фильм, где есть художественный вымысел. И слава богу, эта история, моя история не такая трагическая, как у главного персонажа, как у главного героя Алдан. И процентов сколько занимает? Процентов 30 там реальность есть от меня. Да. Процентов 30? Процентов 30 это вот субъективно, как я вижу. Ага. Но, возможно, со стороны будет виднее, потому что сам себя же со стороны плохо ощущаешь. Я могу только от самого себя сказать, что да, там есть нарратив от меня, да, там есть общая информация, чем я занимался, чем я занимаюсь, и да. Но самое главное, это история, как айтишник, у которого была бронь, пошел добровольцем. Да, это, если честно, вот эта история про того самого айтишника, который пошел на СВО в период частичной мобилизации. То есть не когда уже мобилизация закончилась или до мобилизации, а вот именно в период, вот это был 3-й день частичной мобилизации, когда, вы, наверное, помните эти сложные дни, сложный период, вот, тогда надо было это сделать. То есть, какой вот был вообще, какой был мотив? Вот понятно, что была мобилизация, была некоторая растерянность, да, у людей. И вроде бы, казалось бы, действительно, есть бронь. Знаете, что вот в истории у каждого мужчины есть вызов его жизни, вызов его способностям, вызов его судьбе, когда он должен в лицо посмотреть своему страху и принять решение. Какой-то переломный момент, переломный момент. Может быть, даже к счастью, что у многих людей такого момента не наступает даже на период своей жизни. Или когда он наступает, но человек не бывает готов. На тот момент я считаю, что я был готов к этому, потому что имел опыт, в первую очередь опыт медицинской работы. Я выпускник медицинского института, но я не работал врачом. И вот это то, что я не работал врачом, это меня гложило долгие годы. То есть нереализованность. По специальности. По специальности. Именно. Я стал молодым отцом, и по окончании медицинского института я пошел в бизнес. И добился определенных успехов в бизнесе, занимаясь цифровыми проектами, занимаясь клинингом, занимаясь разными бизнес-проектами. И потом даже в
какой-то момент стала депутатом Якутской городской думы третьего созыва. Но вот мотив основной был, это, видимо, если вот смотреть на самого себя, да, я не считаю, что я был прав. Я считаю, что надо было так поступить, и этот крест не нести лично. Это мое решение, которое, оно очень болезненно отозвалось в моей семье, в семье моих самых близких людей, моей супруги, моих детей, моих родителей. Они не поняли? Не сразу поняли? Видите ли, я не сказал, что пошел добровольцем. Сказал, что мобилизовали? Я побоялся это сказать. И я сказал своим, уже когда подошел военкомат, уже когда меня оформили, на меня сделали отдельное предписание, я после этого позвонил и сказал, что якобы пришел почтальон, и вот именно вот эта ложь, это меня сейчас и, скажем так, в душе меня свербит. Но я прошел испытание огнем и остался жив. И я благодарю, что у меня очень надежный тыл, моя семья, моя жена, мои дети, мои родители. Не каждый может это понять, но я хотел бы, чтобы меня поняли и простили. А в тот момент вы чувствовали, что это и есть то переломный момент, то решение, которое повлияет на всю дальнейшую судьбу, да? Да, это тот момент, когда ты ставишь на кон все, то есть ты ставишь на кон свою жизнь, принимаешь решение, и когда ты принял уже решение, я уже был спокоен. Понимаете, когда началась частичная мобилизация, когда началась специальная военная операция, общество находилось в таком перманентном страхе. Это такой момент, когда мужчины, вот мы служили в армии, я стал сержантом, потому что я служил срочную службу в армии. И за 1 год дослужился до сержанта, был замкомандира взвода. И мне подобные ребята, то есть те, кто служили в разные годы, в разные периоды, они испытывали вот этот бесконечный ужас, даже по сей день. И на тот момент я подумал, или бесконечный ужас, или пусть ужасный конец. То есть, да, тяжело, это далось решение. И мне пришлось отказаться от своей брони, от 2 своих броней. Одна бронь, это была как проректор по цифровизации. Я работал в тот момент в Арктическом государственном агротехнологическом университете в администрации. У меня была должность проректор по цифровизации, то есть я был бронирован. И вторая бронирование – это моя доля участия в моем стартапе Vidroid Electronics. Это компания фонда Сколково. Я резидент фонда Сколково. На мне бронь, которая меня вытащила бы прямо с поля боя. Но чтобы от нее избавиться, мне пришлось часть своей доли уступить своему другу. То есть даже от доли пришлось отказаться? Да, чтобы попасть туда. То есть мне пришлось отказаться от 2 бронирований, железных IT-бронирований, чтобы оказаться на поле боя и исполнить свой конституционный долг. Это мое право. Я принял это решение. И я готов был умереть. И мне повезло. Я попал на поле боя врачом. С первого момента меня командование вело как руководителя медицинского подразделения. И когда я прибыл в учебный центр, видимо, там было какое-то предписание, что вот данный молодой человек, данный солдат, может организовать учебную группу. Я организовал учебную группу и создал медицинский взвод. Что у меня еще неплохо получается, это организовывать, создавать организационные процессы. Спасибо моей бурной студенческой молодости в студенческом правкоме, опыту в бизнесе и Северо-Восточный федеральный университет, Арктическому государственному агротехнологическому университету и работе с коллегами в Якутской городской думе. Но вот эти навыки, врачом вы не работали, но все равно же вы работали на скорой... В студенчестве я, как и все студенты, нуждался в подработке. И я в какой-то период понял, что можно подработать, работая санитаром на скорой помощи. Недолгое время, там буквально короткий период, там что-то меньше года. А потом еще подрабатывать в травмпункте, городском травмпункте медбратом. Да, я там тоже недолго поработал, но опыта, который я приобрел, оказание первой медицинской помощи, плюс очень хорошей и качественной подготовки в мединституте, то есть нас в мединституте очень хорошо готовили.
Я почему так говорю? Потому что на поле боя ты находишься в положении, когда у тебя перед глазами открывается атлас анатомии, все альбомы, все конспекты, все знания, все лекции. И за одну секунду ты вспоминаешь, как это все происходит. И руки сами собой выполняют нужные манипуляции. Нужные знания приходят просто из головы, всплывают в шоковом состоянии, ну, скажем так, В стрессовом состоянии, стрессовом состоянии, когда твой товарищ находится в опасной близости к смерти, и он испытывает острую боль, рядом идет бой, либо же бой окончен и доставили раненых к нам в медицинское отделение, поэтому мы вот так и отрабатывали. Нужно было быстро думать, быстро делать и максимально быстро эвакуировать раненых. Фильм называется «Алдан», потому что это позывной героя. У вас позывной в реале был другой. Да, позывной был Дункан. Да, да. Мой Вот. позывной... Это связано с Дунканом Маклаудом? Это связано с Дунканом Маклаудом. В студенчестве и в раннем студенчестве и в школьное время мне нравилось заниматься, вот скажем так, я был неформалом, и мне нравилось тусоваться с ребятами в парке города Якутска. Там собирались ребята, ну, креативные, творческие. И Ролевики. Ролевики, да. То есть они выбирали сказочных персонажей и сражались друг с другом с помощью деревянных палок. Били палками по голове, можно сказать. И мне почему-то повезло, что вот в многих учебных поединках меня почему-то не задевали. И поэтому друзья сказали, вот, может быть, ты Дункан Маклауд, потому что тебя никто не может убить, хоть ты и новичок. И как-то так вот совпало, и эта кличка ко мне вот попала еще в мединститут. И когда мы вспоминали свои позывные, то есть многие вспоминали свои школьные, домашние клички, там, дружественные отношения, и каждый придумал тот позывной, который ему был близок. Я, недолго думая, сказал Дункан, и меня, вот вы спросили, да, вот абсолютно все спрашивают. Командира бригады, вот, командир батальона, командир роты, командир взвода, подчиненные. А почему Дункан? Я говорю, долгая история. Ну, проще говоря, мне нравилось бить людей деревянной палкой по голове. Это как в Толкине. Нет, но зато это очень хороший позывной на самом деле. Дункан Маклауд, он же бессмертный, он же неуязвимый. Ну, может быть, да, но я дважды умирал, дважды был дважды в коме, и клиническая смерть была у меня дважды. То есть мне дважды констатировали остановку сердца. От болевого шока в первый раз, а второй раз от критической потери крови. Это было после ранения, после осколочного ранения в область живота. Это случилось 3 ноября 2022 года. Это вот в первую... Да. Вы же несколько раз ездили? Нет, я ездил один раз. Это была недолгая командировка, скажем так. Это было наступление на город, населенный пункт Павловка, угледарское направление. И этот населенный пункт мы взяли штурмом. Я участвовал в штурме совсем недолго. Там есть намного достойнее ребята, которые этот путь прошли до конца, от начала и до конца. А некоторые уже и второй, третий раз. Я считаю себя, не вправе называть себя героем, потому что есть намного достойнее ребята, которые даже сейчас они находятся на передовой. И, к сожалению, очень много ребят уже навсегда останутся молодыми. Поэтому мне трудно даются вот эти воспоминания, потому что они очень трагические. Но это было первое ранение, после которого как раз орден мужества вы получили, да? Да. Это ранение меня выбило почти на 7 месяцев. Я 7 месяцев ходил с колостомой. Для понимания, это когда толстый кишечник частично отделен, и вы не можете пользоваться физиологическим, выведением жидкостей. Поэтому у меня на передней стенке живота находился отрезок толстой кишки, и в пакет скапливались каловые массы. Это было, это сравни с заболеваниями по онкологии, когда у людей тяжелые дефекты. Вот в моем случае после ранения в военном госпитале мне восстановили кишечник и дали реабилитацию на довольно продолжительное время. И в ходе данного продолжительного времени
я был в Якутске и смог организовать с друзьями, своими партнерами IT-школу ExpoSkills. И в рамках нашей IT-школы ExpoSkills мы обучали офлайн детей программированию в городе Якутске и онлайн школьников из города Кировская Донецкая Народная Республика. То есть мы обучили примерно 100 детей там, Донецкой Народной Республики. И в городе Якутске, начиная с 22 года, мы обучили уже больше, за разный период лет, за разные периоды уже более 500 детей. Ну и потом вы опять ведь туда отправились. Я поэтому говорю 2 раза. Нет, меня второй раз не отправили. Меня второй раз направили в учебный центр, где я занимался подготовкой молодых курсантов. Потому как командование сказало, что те, кто матросы имеют тяжелые ранения, они должны все равно вернуться в строй. Они должны все равно поехать на СВО второй и третий раз. И когда я готовился ко второй отправке, это было уже, получается, это была зима 24 года, в ходе учебной подготовки в учебном центре я получил еще одно повреждение. То есть во время, скажем так, учебно-боевых задач я сделал неудачный перекат в учебный, блиндаж, и произошло расхождение швов у меня на месте, на том месте прежнего ранения. На месте первого ранения, да. И у меня появилась грыжа живота. То есть я шел, и произошло защемление кишков. То есть офицер, хирург, который меня оперировал, он меня опять провел лапароскопическое вскрытие. То есть это вскрытие от брюшной полости вот так вот. Вытащил кишечник, провел ревизию и сказал: дружище, у тебя не хватает значительного участка толстой кишки. Я, как врач, снимаю с себя ответственность, что не беру на себя ответственность того, что я оперировал вот этот участок. Я констатирую отсутствие больше 20 сантиметров толстой кишки, значительно больше 20 сантиметров. Поэтому я настаиваю на твоей военно-врачебной комиссии. И делаю замечание предыдущим, скажем так, образом, что тебя не совсем хорошо заштопали ранения. Поэтому мне установили сетку изнутри живота, кевларовую сетку, и она сдерживает мышцы. Ой, давайте посмотрим сюжет спецпоказа фильма. Приветствие главы Якутии. Фильм «Алдан» — это один из, на мой взгляд, первых полнометражных фильмов, посвященных этой тематике. Вступительное слово губернатора Запорожской области. Это первый межрегиональный кинопроект Республики Саха и Запорожской области. Идея фильма была поддержана лично президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И можно начинать. Начинаем, друзья. Сюжет фильма строится вокруг IT-предпринимателя из Якутии, который отправился на спецоперацию добровольцем. В мирной жизни он Спиридон Дьяконов, создатель роботов, на СВО военный медик с позывным «Алдан». Я никуда не уеду, Алдан. Теперь это мой позывной. Главного героя играет Илья Яковлев. У его персонажа есть и реальный прототип – кавалер Ордена Мужества, военный врач Николай Потапов. Его история – основа фильма. Правда про момент, когда попала мина и был ранен солдат. И он сказал: я назову своего ребенка твоим именем. Это правда. И правда, да, куда он попал, ему в шею. И тоже правда, я оказал ему помощь на поле боя. В фильме снимались Дмитрий Дюжев, Иван Охлобыстин, итальянец Лоуис Пьер Бруно. Одну из ролей сыграл и бывший американец, ныне россиянин Джефф Монсон. У него много татуировок. Нашлось место и новой в честь переезда из США. Я против капитализма, против той культуры, где не уважают семью, общество, и где каждый думает только о себе и о своем достатке. Фильм «Алдан» первый во многом. Первый межрегиональный, первый про СВО с всероссийским прокатом и первый технологичный, порядка 100 шотов графики, сняты в «Квартале труда». У нас есть XR-студия, Extended Reality, да, она есть в Москве и в Якутске.
Вот. И в новом кинопоявлении оно тоже будет 360 градусов. Так вот, есть кадры в кино, и вот угадайте, какие, снятые на Extended Reality. Эту технологию использовали в фильме «Мандалорец». В российский прокат фильм выйдет 1 мая. В Якутске Алдан покажут раньше, 30 апреля. Готовят выход и в онлайн-платформы. Затем международный рынок. Во многих странах мира есть люди, которые разделяют идеи специальной военной операции русского мира, русской цивилизации. Английский, китайский язык, безусловно, будут после цифрового проката активного, да, то есть сначала кинотеатральный, цифровой, мы будем выходить на международные рынки обязательно. Я думаю, что это хороший смотрибельный фильм для международного рынка. Айсена Пурнашова, Виктор Олесов, Москва. Как фильм вообще? Вот мы пока еще не видели, а вы же видели? Как вам? Или сложно смотреть фильм, когда ты сам прототип главного героя? Сложно оценивать. Вообще сложно было оценивать, и сложно видеть эту картинку и сопоставлять ее с теми, скажем так, с теми моментами, которые с тобой происходили, со мной происходили. И были общие моменты, где, можно сказать, да, это было со мной, да, это было с моим товарищем, да, это произошло у меня на глазах. Но вот этот момент я вот отсутствовал. В этих моментах это чисто художественный вымысел. Это прекрасная история, хорошая такая, ну, скажем так, трагическая, но в конце все-таки позитивная. То есть там есть такое место для конечного понимания. Это история больше не про, скажем так, не про сражение, а это больше история про психологическое преодоление. Причем психологическое преодоление не только самого главного героя, но еще и его антагонистов. То есть там идет такой момент, дающий понимание, что мы все-таки мы все-таки когда-то были одной большой страной, мы были когда-то одним большим народом. И сейчас происходит вот такое вот, пусть с болью, но идет восстановление вот этих братских уз через боль, через кровь, но они все равно будут нашими братьями. Мы все равно вернемся в лоно единого государства, в лоно единого народа. Сильные слова. А со съемочной группой, ну, я знаю, что вы общались. Вообще они, вот насколько, они с вами консультировались там или наоборот там говорили, вот тут не смотри, мы тут сами знаем. Данила Куликов – это продюсер фильма «Алдан». Он также снимал в 2020 и 2019 году документальный фильм «Цифровой алмаз». Он приезжал, Данила, в город Якутск в 2020 году, в 2019-2020 году, и видел роботов «Ведроид». Он видел наших роботов, как мы их производили, как мы с ними взаимодействовали, как мы их отправляли в Казахстан. И он сказал, что у вас потрясающая история вот именно цифровизации обычного клининга. Это очень такая сильная история, мотивирующая на успех. Я скажу сразу, роботов мы пока заморозили. Там обнаружились ряд изъянов, именно связанных с программным обеспечением. То есть нужно все-таки очень хорошо сделать мощный код и даже сделать элементы искусственного интеллекта. Мы на тот момент не до конца еще доработали те прототипы тех роботов, которые вот только сейчас они начали появляться на рынке спустя 6 лет, когда мы делали первые попытки производства таких роботов. И Данила мне спросил в 2022 году, вот он позвонил в декабре 2022 года, я лежал в госпитале в городе Иркутск, военный госпиталь, только что после операции, после перевязки, после смены врача. И Данила мне звонит, говорит: Коля, помнишь меня? Я говорю: да, вспомнил, Данила, я вот, твой голос ни с кем не перепутаю. И Данила говорит: мы хотим с друзьями снять про тебя фильм.
А, это его идея была. Это его идея. Ну, он сказал, мы посоветовались с Анатолием Скаловичем, мы посоветовались с коллегами и хотели бы получить твое разрешение, можем ли мы попробовать снять фильм. Он будет не документальный, это будет художественный фильм на твоей истории. Я сказал, ну тогда давайте, я согласен, но надо сделать так, чтобы там было не мое имя и фамилия использовалось. И второй момент, он был военным врачом. Поставьте персонажа, чтобы он был именно медиком. Он не был снайпером, он не был штурмовиком, он был медиком. Это тот момент, на котором я настаивал, потому что я из автомата там не стрелял. Моя задача была совсем другая. Спасать. Спасать людей, да. Это то, ради чего я поехал на специальную военную операцию в период частичной мобилизации. Я знаю, что вы один из первых подали заявку на участие в программе «Якутия. Земля героев». Вот это желание показать пример другим или стремление стать ее участником? Вообще, какие ожидания от этой программы? На каком этапе вот вы сейчас и что она даст? Я сейчас нахожусь в таком интересном периоде, называется «Развитие стартапа». Я создал стартап «Компьютерное издательство игр» в Steam. Это международная платформа, на которой находится больше 100 миллионов пользователей. И я зашел на эту платформу как издатель компьютерных игр. Мы знаем, что город Якутск – это столица Дальнего Востока по IT. И это работа по издательству, то есть по продюсированию игр, по разработке игр, по контент-производству, по переговорной части, по поиску инвесторов. Она отнимает у меня очень много времени. Это сейчас моя полноценная работа фактически. Поэтому я пока что участие в проекте «Земля героев» заморозил, потому что очень интенсивная подготовка требует постоянного такого вдумчивого подхода, и нельзя пропускать занятия. Я вынужден был пропускать занятия, поэтому я сейчас на «Земля героев» не участвую на данном проекте. Приостановил ввиду того, что я нашел уже себя в гражданской жизни, и я развиваю тот проект со своими товарищами, с друзьями, партнерами, который бы хотел дальше связаться со своей жизнью. Какой? Это издательство компьютерных игр и IT-школа ExpoSkills. Сейчас Но эти проекты связаны между собой как-то? Да. Одно приводит действие в другое. Компьютерная компания Crealit Game Studio – это компания, которую я с друзьями инвестировал по разработке компьютерных игр. И мы сделали проект Cake Up. Игра про доставщика тортика. То есть вы играете персонажем. Это такая казуальная игра на компьютере. Можно играть ее на джойстике, можно играть ее на клавиатуре с мышкой. Это игра... А на мобильном сейчас же все... На мобильном. Steam — это про персональные компьютеры. И про данную игру мы ее выпустили в Steam как демо-продукт. И сейчас мы активно набираем виш-листы. Это такой, скажем так, предзаказ компьютерной игры, чтобы уже во время реализации, платной реализации, мы могли уже по виш-листу направить своим фолловерам, своим покупателям, своим пользователям данный продукт. Это сложная такая технологическая работа на международном уровне, поэтому она требует довольно большого потока знаний, большого объема знаний и приличного времени, уделенного на данное направление. В том числе и IT-школа ExpoSkills. Одно другому помогает. А IT-школа ExpoSkills, там преподаватели наши, они не просто теоретики, они сами разработчики компьютерных игр, они сами же разработчики сайтов. Потому что нам обучать детей намного проще, так как наши преподаватели более компетентны в плане того, что они говорят: вот я создал игру, вот я сделал сайт, вот повтори, как я, и у тебя все получится. И детишкам это заходит лучше. Плюс мы обучаем в малых группах. Наш офис располагается по адресу проспект Ленина 1, это IT-парк. А дети какого возраста? Дети у нас возраста от 6 до 16 лет. У нас есть детишки, которые даже ходят с детского сада. Но их немного. В основном у нас дети 1, 2, 3, 4, 5 класс. А те, которые постарше, 8, 9, они у нас именно идут конкретно 3D-дизайнерами. Они хотят быть в будущем архитекторами, они хотят в будущем быть мультипликаторами, аниматорами. И вот им интересно уже 3D-моделирование
И совсем маленький объем, самая маленькая группа людей — это разработчики сайтов, те, которые будут делать программное обеспечение. Это те самые молодые люди и девушки, которые мыслят кодом, которые мыслят цифрами 1.0.0.1. То есть, получается, ведроиды сейчас на заморозке. Якутия, земля героев тоже на стопе. На стопе, да. И Я газую сейчас конкретно по проектам, связанным по геймдеву. Это, как сказать, у меня сейчас в кейсе, в портфеле 7 инди-студий, 7 команд города Якутска, 7 студий подписали со мной соглашение, что до конца 2025 года я реализую в Steam их компьютерные игры. Это означает, что я сейчас выступаю в качестве Института развития Республики Саха-Якутия. То есть моя компания... ты их собираешь, в общем? Я их собираю, я их модерирую, помогаю продукт лучше понять, лучше разработать. Сделать так, чтобы он соответствовал уровню платформы, да? Уровню платформы, потому что сделать инсталлятор, то есть продукт, который инсталируется на компьютер, на другой компьютер через интернет, требует довольно большого объема знаний. И, к сожалению, очень многих наших крутых разработчиков нет здесь территориально в регионе. В Якутии их нет, многие убыли в связи с последними событиями. Но это не значит, что мы должны сказать: все, вот игр не будет, мы все сидим и мы ждем, когда все... Нет. Наш подход — это те компании, которые сейчас появляются, их себя собрать и помочь им реализоваться. Так как у меня получилось с моей первой игрой Cake Up. Cake Up называется Cake Up. Это «Подними тортик». И это добрая, семейная, позитивная игра в Steam. Пожалуйста, подписывайтесь, виш-лист. И этого успеха я бы хотел добиться со своими друзьями из других инди-студий города Якутска. Поэтому я сейчас активно ищу инвесторов, ищу финансирование, чтобы помочь нашим ребятам выйти на мировой уровень и там зарабатывать. Представляете, вы сидите в городе Якутске, на улице минус 50. Нет, вы это прекрасно знаете. И, мне это представлять не надо. И ваша мечта, не выходя из дома, реализовывать свой проект по всему миру. Почему бы нам, геймдевщикам, нам, айтишникам, не сделать этот путь еще раз, не пройти его еще раз, но уже не с крупными компаниями, которых сейчас, к сожалению, нет, наших старших братьев, а вот именно с начинающими разработчиками. И я обращаюсь к жителям Республики Саха-Якутия: если у вас есть возможность помочь нам, то я вас прошу, помогите нам, айтишникам, помочь донести наши разработки, донести мечту якутян, выйти снова в мир, так сказать, сделаем Якутию снова великой в IT. То есть имеется в виду, что с новыми проектами, с новыми... Да, с новыми проектами. То есть перспективы вы оцениваете, в принципе... Перспективы я оцениваю очень высоко. На прошлой неделе, в воскресенье, закончился акселератор «Новая игра» под руководством Фонда развития инноваций, это венчурная компания Якутия. Очень серьезные проекты там были реализованы на высоком уровне. Много компьютерных компаний готовы уже сейчас к реализации. Им нужно лишь небольшой толчок выйти в мир, понимаете? Мы здесь, в регионе, в Якутии, мы сейчас можем только количественно нарабатывать кучу небольших инди-студий, но рано или поздно количество выходит в качество, а качество — это выход на международную арену. Почему именно нужно выйти в мир? Объясняю очень просто. Мы все якутяне уважаем только тех якутян, которые добились успеха вон там, за пределами границ России, за пределами границ Якутии. Чтобы меня уважал какой-нибудь молодой человек из Сайсары, из Мархи, из 203-го микрорайона, я должен завоевать весь мир, понимаете? Я должен стать новый Майтона, новый индрайвер. И тогда где-то пацан в Бердигистяхе скажет: нормальный парень, я в него верю. Вот только, понимаете? Давайте вернемся к фильму. Вы в интервью отмечали, что фильм «Алдан» раскроет ответы на вопросы, возникшие у общества. Какие именно вопросы вы имели в виду и какие ответы фильм дает? О справедливости. У многих людей
есть сейчас потребность справедливости. Именно многие люди сейчас чувствуют тот момент, что они не видят истинного положения дел. Многие люди не знают, что происходит там за лентой. Да, военные корреспонденты, рискуя своей жизнью, доносят правду. Да, телеграм-каналы имеют четкое представление, но тысячи, десятки тысяч наших братьев, отцов, наших сыновей нету сейчас здесь, они находятся там. И правда находится пока за 3-9 земель. Когда эти люди приедут, когда наши братья вернутся, тогда мы сможем их спросить, а что там произошло, что там было на самом деле, расскажи об этом. И в этом фильме приоткрывается картинка того ужаса, который происходит на СВО, тех кошмарных событий, где нам, простым людям из России, приходится принимать очень сложные решения. Мы сами вольны решать, остаться здесь или уйти, понимаете? Остаться наедине со своей совестью и выполнить свой долг. Или уйти и договориться с ней, со своей совестью, и сказать, ну, я этого не видел, я этого не знаю, это не мое. Поэтому в фильме раскрываются вот эти очень сложные вопросы, на которые вот мужчинам, вот в первую очередь мужчинам, надо найти в себе мужество ответить. Да, я принимаю это, либо нет, я это не готов принять. Честно. Спасибо огромное, Николай. У нас уже время даже вышло. Я сижу, Спасибо. вот слушаю. Спасибо за Спасибо, Ирина. интересную беседу. Уверена, что наши телезрители тоже было интересно. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.